Битва взглядов между Зеленским и Орбаном. В Польше новое правительство, а в Москве радиационная авария. Обо всем этом расскажу подробнее. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости. У Аргентины денег нет, говорит новый президент, а Зеленский улетает от него в Штаты. И, к сожалению, я снова должен сказать вам, что денег нет. Что происходит на украинско-польской границе? Кто присоединился к протестам? Последние дни очередь только увеличилась. Китай провоцирует конфликт с Филиппинами. Китайские корабли обстреливают береговую охрану Филиппин. Это серьезная эскалация со стороны агентов Китайской Народной Республики. Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете нам. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии, не забывайте подписываться на канал, это очень важно. Давайте сделаем так, чтобы YouTube показал это видео как можно большему количеству людей. Поехали. ВСУ освободили остров у левого берега Днепра, пишет Институт изучения войны. Это важный со стратегической точки зрения пункт. Аналитики ссылаются на российского военного блогера, который заявил, что украинские силы захватили новые позиции на острове Большой Потемкин к северо-западу от Херсона. Хотя Институт изучения войны считает, что украинские силы уже давно контролируют весь остров. В украинском генштабе говорят, что ВСУ сохраняют позиции на левом берегу Днепра и наносят удары по россиянам в этом районе. Зеленский в Аргентине эмоционально поговорил с Орбаном и дальше полетит на встречу с Байденом. Официальный YouTube-канал Аргентинского Сената показал кадры общения венгерского премьер-министра с украинским президентом. Они довольно эмоциональны, но деталей никто не открывает. Важно, что перед этим прямо из Аргентины Зеленский поговорил с Эммануэлем Макроном по телефону, который тоже не так давно общался с Виктором Орбаном. Я напомню, премьер-министр Венгрии завалил Европейский Союз письмами с требованиями не рассматривать вступление Украины в ЕС на ближайшем саммите лидеров стран. Сейчас Венгрия находится в очень, скажем так, непростом положении, как в плане политики, так и экономики. Поэтому я не исключаю, что Виктор Орбан также хочет, чтобы его правительство не было изолировано, а тенденция к этому идет. И я думаю, что Латинская Америка была для него таким хорошим поводом, как бы показать, что Венгрия открыта, и в частности для стран латиноамериканского региона. Ну и тут как бы каких-то особых, спекуляций по этому поводу я бы не вел, но дело в том, что мы видим, что у него своя личная повестка дня, и, скажем так, она нередко есть, скажем так, недружелюбной по отношению к нашей стране, и я думаю, что именно поэтому и состоялись, скажем так, такие короткие переговоры между президентом Зеленским и премьером Орбаном. К слову, новый президент Аргентины сразу предупредил соотечественников, что денег в стране нет, но держаться не завещал. Если у страны нет репутации, как это, к сожалению, происходит в Аргентине, бизнес не будет инвестировать, пока не увидит фискальную корректировку, которая приведет все в норму. И что не менее важно, для постепенного движения необходимо, чтобы было финансирование. И, к сожалению, я снова должен сказать вам, что денег нет. Мы не стремились и не хотим принимать трудные решения, которые будут приняты в ближайшие недели. Но, к сожалению, у нас не осталось выбора. Однако наши обязательства перед аргентинцами неизменны. Мы примем все необходимые решения, чтобы решить проблему, вызванную столетним расточительством политического класса, даже если поначалу это будет трудно. После инаугурации президента Аргентины Зеленский полетел в США на встречу с Джо Байденом. Там будут говорить о продолжении американской поддержки и, цитирую, продолжении оборонного сотрудничества Украины и США, в том числе совместных проектов по производству оружия и систем ПВО, а также о координации усилий двух государств в следующем году.
Премьер-министр Польши в Сейме представил новое правительство. Он надеялся получить вотум доверия от Сейма. Но медиа и эксперты еще перед этим днем сходились в мысли, что правительство Моровецкого ожидаемого доверия не получит. Ожидается, что 13 декабря Дональд Туск, лидер оппозиции, получит свою возможность сформировать свое правительство. Мы должны положить конец польско-польской войне. Я призываю к этому всех нас, и себя, и вас. Депутаты, давайте прекратим эту войну. Давайте выберем диалог. Давайте искать то, что нас объединяет. Только отказавшись от такого крайнего конфликта, мы сможем проложить новые пути развития. Уважаемые соотечественники, господин президент, господин спикер, Высокая палата, я считаю, что Польша должна быть амбициозной и зрелой одновременно, чтобы оправдать надежды, возложенные на нас предыдущими поколениями, и дать надежду на хорошее будущее следующим поколениям, потому что будущее Польши родится из нашего сотрудничества, нашей мудрости и нашей смелости и глубины наших сердец. Сегодня в Сейм приехал даже президент Польши с 90 по 95 год Лех Валенса. Он пришел в толстовке с надписью «Конституция» с выделенными там «Ты и я» на польском. Это один из слоганов польской оппозиции. Новое польское правительство пересмотрит оборонные контракты. Дональда Туска приведут к присяге премьер-министра, скорее всего, 13 декабря, как прогнозируют аналитики, но будущие министры уже начинают анонсировать изменения. Соглашения, подписанные предыдущим правительством, могут быть признаны недействительными. После 15 октября министры должны были ограничиться управлением государством и не тратить государственные деньги. После парламентских выборов 15 октября все договоры подлежат анализу и пересмотру. Об этом говорит кандидат в министры обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Уголовные дела касательно дипломатического корпуса нынешнего Кабмина анонсировали в польском Сейме еще несколько недель назад. Но дойдет ли на самом деле до исполнения этих самых угроз, я думаю, мы скоро узнаем. Блокировка границы польскими перевозчиками продолжается. К ним на своих участках границы присоединяются словацкие и венгерские перевозчики. Путь в обход заблокированных пунктов пропуска по железной дороге работает, но пропускная способность его не слишком высокая. В последние дни очередь только увеличилась. Честно говоря, я рассчитывал, что перевозчики вместе со своими заказчиками будут пытаться объехать эту границу. То ли они рассчитывают, что быстро разблокируют границу, но мы никому сегодня не обещаем, что это может произойти быстро, несмотря на то, что мы ведем переговоры напрямую с перевозчиками польскими, в том числе теми, кто организовали этот страйк. Несмотря на то, что идет постоянно переговорный процесс между Министерством инфраструктуры Украины и Польши, Европейская комиссия задействована, все задействованы, но вопрос пока стоит. Мало того, наши адвокаты обратились в ГМИНы с тем, чтобы они прекратили забастовку, подложили под это подтверждение того, что есть факты нарушения со стороны забастовщиков, есть основания для прекращения забастовки. Мы надеемся, что ГМИНы отработают, все 4 ГМИНы, где идет забастовка, отработают достаточно быстро наше обращение, отреагируют. Украинская госпогранслужба не фиксирует значительных изменений. Как в очереди стояли 3500 грузовиков, так и стоят, заявляют там. Полиция ограничила скорость передвижения на участках близко к границе, чтобы просто не сбить кого-то из протестующих случайно. Самолет с радиоактивным грузом экстренно сел в московском аэропорту Внуково. Об этом пишет издание «База». Рейс из Ханты-Мансийска в Москву в ночь на 11 декабря, на борту которого были 104 пассажира и 5 членов экипажа, экстренно приземлился в московском аэропорту. При посадке самолет подал сигнал аварийной тревоги из-за неисправности шасси. При этом, помимо пассажиров, на борту находилось 19 килограммов радиоактивного вещества. ЧП с участием авиации становятся типичными для России. С начала декабря около 10 самолетов совершали экстренные посадки или приземлялись в аварийном режиме. Многие списывают на недостаток деталей из-за действия санкционных ограничений.
Филиппины официально заявили об агрессии Китая против своих кораблей и судов. Все из-за применения китайскими кораблями водометов, перерезания путей следования филиппинских кораблей. МИД Филиппин подали официальный протест Пекину и вызвали китайского посла в ведомство. Это серьезная эскалация со стороны агентов Китайской Народной Республики. Многократное использование водометов, акустических устройств дальнего действия, а также другие действия против судов БФАР, которые привели к серьезным, хотя и временным неудобствам для некоторых филиппинских моряков, а также опасные маневры являются совершенно неприемлемыми. Один из таких инцидентов произошел накануне во время ротации кораблей береговой охраны Филиппин и судов Бюро рыболовства и водных ресурсов в Южно-Китайском море. В результате у филиппинского корабля поврежден двигатель, а китайские медиа пишут, что он сам намеренно пошел на столкновение с катером береговой охраны Китая в районе спорных островов Спрат. В ООН предлагают отказаться от бензина, и не только от него, в целом от ископаемого топлива. Генеральный секретарь организации заявляет о поэтапном отказе от ископаемого топлива и видит в этом ключ к успеху. Пришло время искать компромиссные решения без ущерба для науки и необходимости реализации самых высоких амбиций. В частности, я прошу стороны обеспечить максимальную миссию на двух фронтах. Во-первых, амбиции по сокращению выбросов парниковых газов. Во-вторых, амбиции по обеспечению климатической справедливости. Крайне важно, чтобы в ходе глобальной инвентаризации была признана необходимость постепенного отказа от всех видов ископаемого топлива в сроки, соответствующие пределу в 1,5 градуса, и ускорение справедливого, равноправного и упорядоченного перехода к энергетике для всех. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших лайков, комментариев и репостов. Не забывайте подписываться на наши каналы, для нас это очень важно, а для вас это совсем не сложно. На этом все, до встречи и хороших вам новостей.